Смотрите, я чуть-чуть вас дополню, но потом. А сейчас скажу то, что, мне кажется, мы не учли пока. Вот эти пункты, это риски. Риски конкретной атомной станции, вот этой вот самой атомной станции Малооблачной. Атомная станция не может работать без более чем 200 предприятий, которые обеспечивают ее топливом и занимаются отходами. Мы сейчас об этом не говорим. Я не из Якутии. Вот предположим, эта станция нужна. Вы должны понимать, что атомная энергетика начинается с геологодобычи. Добыча урана. В Курганской области уран, в том числе для вашей атомной станции, будет добываться самым варварским методом подземное выщелачивание, когда под землю закачивается разбавленная серная кислота. Нерастворимые урановые залежи переходят в растворимую форму. Часть из этого раствора выкачивается и идет на производство уранного топлива, а около 20% остается под землей. Радиоактивные отходы, жидкие радиоактивные отходы, чтобы добыть уран, который вот пойдет в эту атомную станцию, будут оставаться под рекой Тобол в Курганской области, ну, сколько им полагается, 4,5 миллиарда лет. Добыча урана крайне грязный, затратный процесс. Ровно поэтому я из тех людей, кто считает, что у современной атомной энергетики, я ничего не знаю про ваши разработки, и не могу их комментировать, потому что я их не видел. Давайте говорить о том, что нам предлагают. Вот я просто ограничу свое выступление этим. У той атомной станции, которую нам предлагают, она такая же. Вы правильно сказали, это просто уменьшенная копия больших реакторов. Зачем уменьшили, потом скажу. Так вот, у современной атомной энергетики основные проблемы экологические и экономические находятся не в том месте, где стоит атомная станция. Атомная станция – это верхушка проблемы. Я продолжу по ядерной топливной цепочке. Значит, добыча урана. Моря, озера жидких радиоактивных отходов под землей. С ними сейчас ничего плохого не произойдет, но лет через 50 они начнут просачиваться в питьевую реку Тобол. Кто географию представляет, от Кургана на север пойдет вода с содержанием урана. Чем это опасно? Это химическая опасность в первую очередь. Уран радиоактивный, но он также тяжелый металл, он токсичный. И у нас на Земле есть пример мест, где добывался уран, и где люди до сих пор пьют привозную воду. Это Германия, где Советский Союз по репарациям забирал между Лейпцигом и Дрезденом так называемый комбинат Висмут. Была шахтная добыча, правда, не такая дурная, как сейчас в Курганской области. Но смысл в том, что за природой упакованные глубоко под землю, от 100 до 400 метров, опасные вещества были изъяты на поверхность. Там питьевую воду до сих пор, она частично под контролем, частично привозная. Огромный район, сотни квадратных километров. Что происходит после того, как уран выкопали из земли? Да, урановый концентрат в химической форме окись-закись урана идет на завод, в котором должны подготовить топливо, точнее, это один из шагов, я говорю, их около 200, я не все, конечно, нарисую, идет на химическую очистку и на производство гексафторида урана. Это вещество нужно потому, что атомные станции не могут работать на природном уране. У нас два изотопа, как вы справедливо сказали, 235 и 238. Природная концентрация 235 меньше процента, 0,7. А для атомной станции нужно 4%, для военных 20%, для атомной бомбы, правильно, 90 где-то. Комбинат, на котором происходит разделение изотопов. Например, Северск, вроде как ближе, географически сейчас, недалеко от Томска. Комбинат, на котором происходит разделение изотопов, производит радиоактивные отходы, объединенный уран, в виде гексафторида урана, то есть в виде вот этой самой штуки. Объединенный гексафторид урана. На одну единицу, неважно, на 1 килограмм, на одну бочку продукта, который пойдет дальше по ядерной топливной цепочке, производится от 6 до 8 бочек объединенного гексафторида урана. Почему? Потому что это процесс разделения. Было 0,7% в природной смеси, станет 0,2% в объединенном и 4% увеличится в том, что будет продукт. Это не зависит от технологии. Это простая задача на химию. Обычно задача на химию на смеси, а здесь наоборот. Это неизбежный, еще раз, один какой-то, они в таких контейнерах, я попытаюсь нарисовать. Одна бочка
14-футовый контейнер, пошло на следующее предприятие, 6 или 8 бочек остались в виде отходов. И в России, и в Германии, и во Франции, в Соединенных Штатах Америки. Вот это один из самых больших запасов радиоактивных отходов. Почему? А это стоит денежки из химически опасной формы. Понятно, здесь перенасыщено фтором, и вещество это имеет в первую очередь химическую опасность. При попадании в окружающую среду реагирует с влагой, в том числе с влагой воздуха, и не дай бог, если в дождик разгерметизация, образуется плавиковая кислота фтор. То есть вещество химически токсичное. А уран потом выпадает, загрязняет территорию, это другой вопрос. Но рядом с разгерметизированными контейнерами люди гибнут от химических отравляющих веществ. Ну, если у них нет противогаза, у жителей обычно противогаз. Эти вещества хранятся под открытым небом в контейнерах стальных. И в России примерно 1 200 000 тонн вот этого вида отходов. Я написал эту цифру, потому что, возможно, вы знаете, сейчас идет большой скандал, что коммерсанты из Росатома привозят еще к этим горам отходов из Германии и Франции вот этот объединенный гексафторид урана. Это отвратительная деятельность, но мы сейчас не об этом говорим. Просто Росатом раскрыл эту цифру. Вот еще раз. В России на предприятиях, да, 10 лет назад эта цифра была меньше. Почему? Потому что наши уранообогатительные предприятия работают, производят вот этот самый продукт для того, чтобы атомные станции его кушали. И производят отходы. Снова, это не избежать, это не недостатки технологий. Даже при самой идеальной технологии вот эти отходы все равно будут. Что дальше идет здесь? Завод разделения изотопов. Вроде как понятная вещь, это центрифуги, где... Стоп, вот здесь были центрифуги. Я, простите, не туда написал, сейчас исправлюсь. Я уже продукт-то произвел, а не рассказал как. Да, вот эта штука называется разделение изотопов. Это центрифуги, по которым сейчас идет большой спор с Исламской Республикой Иран, что вот они хотят обогащать, не хотят это разрешать. Не суть важно. Прошло разделение изотопов, и гексафторид урана там же в Северске, под Томском, из него его переводят в окись-закись, давайте так, в оксидную форму, я так напишу, в уран-О2, и он едет в Новосибирск на завод по фабрикации топлива. У нас два завода, или в подмосковной электростали, недалеко от того места, где я живу, и прямо вот на окраине Новосибирска. Казалось бы, фабрикация топлива один из самых чистых звеньев вот этой ядерной топливной цепочки. Ну, посмотрите. Им поступает уже в контейнерах вещество, которое они просто переводят из одной химической формы в другую, спекают в эти таблеточки, и таблеточки засовывают в циркониевые стержни примерно такого диаметра, как карандаши, в зависимости от длины реактора. Для лодочных они короткие, для энергетических до 4 метров и больше. Казалось бы, там нету отходов. Рассказываю. Я сам ходил, когда это было вчера, или позавчера, рядом с хвостохранилищем Новосибирского завода химических концентратов. Одного из двух предприятий, еще раз повторю, который производит топливо. Лес, луга загрязнены. У меня с собой прибор, я, может быть, потом их покажу. Там у меня есть поисковый радиометр, который в непрерывном режиме меряет мощность дозы. И хотите для сравнения, вот здесь у вас 0,04, на улицах будет 0,08. Там я видел циферку 0,7 и выше. То есть, вот снова, это не чернобыльские зоны. Это не то, чтобы опасно. Это просто лес. Но не должен быть лес загрязненным. Любого атомщика спросите, они будут говорить, у нас все производство чистенькое, мы в белых халатиках и в перчаточках. У нас никаких утечек быть не может. Я хожу с приборами, я нахожу радиацию. Хорошо, Новосибирск. Потом могу подробнее рассказать, но снова это было вот ровно вчера, я случайно пошел просто вдоль забора. Не случайно, я виноват, специально пошел, не знаю куда, где искать. Думаю, вот пройдусь я вокруг. Нашел, к сожалению. Москва, вот тот самый электросталь подмосковный. 100 микрозиверт в час. На старые деньги 10 000 микролинет в час. 10 000 микролинет в час на почве в лесу. Вот на почве в лесу. 20 просто везде. Вот 100 в одном месте, а 20. И это площадь несколько, скажем так, несколько десятков квадратных метров. Я не хочу сказать, что весь лес. Санитарно-защитная зона. Нет. Какая разница? Санитарно-защитная зона не должна быть засрана. Санитарно-защитная зона, там, где нельзя жить, там, где надо проводить мониторинг, чтобы не вытекло ли что-то из предприятия. Окей, вытекло.
Вот у меня в электростале, просто я знаю эту историю дольше, чем вот новосибирскую, вытекло. Об этом все знали всегда. Это на их картах, на самих картах предприятия, потому что там я знал, куда идти. Написано, ручей Б2 загрязнен на протяжении 2-3 километров от предприятия. Ручей вытекает из могильника радиоактивных отходов, который находится за забором. Что там за забором, меня не интересует, это их территория, да, это промышленная территория. Но ручей и болото, текущие к деревне Субботино, если кто-то захочет зайти и посмотреть на такие цифры, пожалуйста. Знаков нету, местные собирают грибы. Я 3 или 4 раза туда ездил, один раз действительно люди шли прямо там, ну вот не по тому месту, где 100, но вот на расстоянии сотни метров от загрязненных участков, и мы такие с радиометрами ходим. Я говорю, ребята, вы знаете вообще, что предприятие атомное? Они говорят, ну оно же чистое. У них все... Вот принципиальная ошибка. Игнорировать вот эти риски, когда мы говорим о какой-то новой атомной станции. Ну или о продолжении деятельности другой. Да, значит, здесь фабрикация топлива, как по-русски, я не знаю. Ну, давайте я напишу. НЗХК, или подмосковный называется машиностроительный завод. Все эти названия понятно, да, это чтобы обмануть супостата. Никакие машиностроительный завод не строит, он делает вот эти самые ТВЭЛ. Да, это производство ТВЭЛ, спасибо, кто сказал. Да, они производят тепловыделяющие элементы, и тепловыделяющие сборки, и которые только потом, посмотрите, где у нас атомная станция. До того, как топливо создано, и до того, как ядерная реакция начнется в реакторе, неважно какой атомной станции, мы загрязнили окружающую среду здесь, мы положили 6-8 контейнеров на один контейнер в другом месте, и мы еще вот эти люди еще, как сказать, они не признаются в загрязнениях. Но мы видим, что это тоже деятельность имеет последствия. Измеряемые последствия в природе за забором предприятий. Вот что меня напрягает. Я остановлюсь и скажу одну вещь очень для меня принципиальную. Радионуклиды искусственного происхождения не должны находиться в окружающей среде. Есть естественные радионуклиды, там калий-40, торий, тот же уран. Они могут находиться в окружающей среде, они всегда были в окружающей среде. Это неблагоприятный фактор, к которому биологические объекты за миллионы лет эволюции приспособились. Ну, есть неблагоприятный фактор, ультрафиолетовое излучение. У нас там есть кожа, загар, там еще чего-то. Есть неблагоприятный фактор калий-40, бета-активный препарат. Он есть везде, в любом, в овоще, в анализе крови у меня, в анализе мочи. Вот атомщики сдают мочу, чтобы понять, не переоблучились они. К этому это не полезно, но к этому мы готовы. Небольшая, по сравнению с калием-40, доза йода-131, вот того знаменитого чернобыльского. Человек вдыхает, йод концентрируется в одном из органов, точнее в щитовидной железе, и мы получаем несравнимую дозу, маленькую дозу, но огромный эффект на здоровье. Примерно так же с почти любым из искусственных радионуклидов. Каждый радионуклид, процитирую ушедшего, к сожалению, от нас Алексея Владимировича Яблокова, каждый искусственный радионуклид имеет цель в организме человека. Ну, почти каждый, потому что тритий равномерно размазывается. Не совсем так, как любая красивая цитата, не всегда правильная, но искусственные радионуклиды должны быть в контейнерах, контролируемые, не выходить в окружающую среду. Здесь радиационная опасность, я согласен, только я вот дорисую просто и скажу, что они просто пишут, что мы будем через вентиляционные трубы выбрасывать газообразные радиоактивные отходы в окружающую среду. Это в документах, которые вот на столе лежат, написано. На атомной станции образуются твердые и жидкие газообразные радиоактивные отходы. Газообразные радиоактивные отходы после очистки, там правда сказано, что они 99% забирают, или там 99,9%, но какую-то часть выкидывают. В том числе 131 йод, я так на всякий случай скажу. Поэтому ребята, кто будет продолжать жить в Усть-Куйге, будут получать облучение из-за факела атомной станции. Вот какая интересная штука. Обычно атомные станции не строятся в 5 километрах от населенных пунктов. А здесь 5 километров. Не при любом направлении ветра газоаэрозольный выброс будет накрывать поселок. Но то, что люди будут больше получать в организм внутрь просто вот с дыханием, мы же не можем прекратить дышать, больше получать радионуклидов, это просто для них плохо. И здесь история малых доз понятна. Никто от того, что будет продолжать жить рядом с атомной станцией, не умрет прямо сразу, там не пойдет кровь в горло. Но повысится риск, в том числе раковых заболеваний. Очень четкое, хорошее исследование в Германии, где они поинтересовались здоровьем людей, которые живут
на расстоянии от 5 до 50 километров от атомных станций. Это давно довольно было, и они померили все 17 реакторов, которые на тот момент работали на территории ФРГ, сейчас их намного меньше. И оказалось, что у детей до 5 лет риск, по сравнению с теми, кто живет в чистых районах, в 2 раза риск получения лейкемии, неприятные заболевания пила крови. В 1,8 раз другие солидные раки. Я не медик, я цитирую просто научную работу. Я не могу дальше это говорить. И это медицинская статистика. То есть это не теория, что ну если радионуклид попадет, то. Не-не. Они просто померили, это список людей фактически. Вот они взяли контрольный район подальше от атомной станции, там такой уровень, а лейкемия естественно возникает. Но есть много других неблагоприятных факторов. Некоторые курят, там, пьют алкоголь, загорают на солнце, что у нас еще канцерогенно. Да, что используют свинцовое топливо и так далее. Не про это. Риск от облучения от газоаэрозольных выбросов крайне недооценен. И вы видите, насколько Росатом здесь игнорирует научные данные. Ну, например, вот эти самые ФРГ. Но я на всякий случай напишу, как это называется. Это по-немецки, вот такая немецкая обсерватория, КИКК, если кто-то хочет искать, то вот по этим буквам просто вы найдете это. Да, это государственное исследование. Правительство Германии заказало, в Майнце институт находится, институт вот, онкологических заболеваний и регистр. Они заказали это исследование. Мы хотим знать, есть ли корреляция от расстояния или нет. Вот. Но это было сделано уже после того, как в Германии принято решение отказаться от атомной энергетики. И, собственно говоря, немцы очень рады тому, что они это решение приняли. До Фукусимы, я так скажу. Поэтому, когда мы говорим об атомной станции в Усть-Куйде, мы должны понимать, что это большая нагрузка на Курган, большая нагрузка на Новосибирск, большая нагрузка на Северск, наверное, где это будет проходить обогащение или какие-то другие манипуляции. Что еще важно? Я хотел просто про... я могу тогда взять с... Здесь же есть АВОС, да? Вот. Просто основные данные о атомной станции. Так погодите, это не АВОС, это картинки к АВОС. Нет, это ерунда. Мы говорили о коэффициенте полезного действия, мы говорили о цифрах. Ну давайте. «200» это мощность. Это тепловая мощность атомной энергетической установки. Ну, они пишут 190 мегаватт. Мегаватт тепловых — это не значит, что это тепло, которое они производят. Это то тепло, которое производит реактор. КПД 23%. А 55 из 190. Ну, как да, справедливо сказано, не более 55. Я думаю, это опечатка. Они хотели сказать не менее 55. Потом расскажу, ну, какая у меня версия. Но у них написано, да, не менее 55. А надо было не более. Да, тогда в Якутске вечернем 35. Это опечатка. Да, это электрическое. Да, я и пишу. Что 23% уходит в электрическую и тепловую. Они были настолько... скрытные, что они не написали, какое тепло будет. Ну, в тексте документа. Я с документами работаю, я все не только с эмоциями. Там не написано, сколько тепла они дают, ровно потому, вы справедливо сказали, что это надо сварить всех жителей Усть-Куйги и депутатского, просто можно вскипятить там половину реки. Что здесь не так? Ну, я согласен с вами. Слишком огромная мощность для той задачи, которую они ставят. У них в обосновании написано, что цель строительства электростанции, снабжение, ну как картинка ушла, да, вот этого как он там, Кючус, да, месторождение Кючус, да, и сейчас я на секундочку отвлекусь от ядерной части и скажу следующее. В мире вообще-то уже прошли вот тот этап, когда можно настолько гадко манипулировать. Если у вас единый проект по освоению месторождений, в который входит строительство дорог, строительство жилья, строительство энергетических объектов, но вы сначала-то расскажите людям, что будет за объект, что там за заводик такой странный с редкими и бедными рудами работающий. А там будет предприятие не только для этого месторождения.
И под это, снова, как должно быть, предположим, сейчас правительство Российской Федерации проводит конкурс на разработку месторождения. Окей, 140 тонн золота, сколько-то там еще чего-то, сколько-то еще чего-то. Этот конкурс выигрывает какая-то организация. Мы не знаем какая. Росатом уже знает. И эта организация должна объявлять конкурс. Окей, у меня есть месторождение, постройте мне дорогу, ну, по конкурсу, кто за сколько построит, кто лучше. Постройте мне электрическую энергию, постройте мне жилье для сотрудников. Так делается. Ну, никогда не начинается со строительства дороги, а потом мы решим, будет здесь завод или нет. То есть экономически я действительно вижу перепрыгивание через этапы. Я знаю, почему это произошло. Конкурс до сих пор не произошел. В конкурсе участвует одно из предприятий Росатома. В конкурсе будет участвовать вот это вот самое Атом, Ред, Мед, Золото. Это росатомовская структура. И они придут на конкурс и скажут, а электроэнергия-то у нас будет дешевая. Потому что другая рука Росатома, но это же Росатом одна корпорация, да, такая осьминожка, они в одном щупальце говорят, вот мы будем тут добывать золото, и это будет дешево, потому что у нас будет дешевая электроэнергия. Но это, как сказать, нечестная конкуренция. Электроэнергия должна быть конкурентная. Электроэнергия должна... Это же электроэнергия следствие того, что мы ведем какую-то деятельность. То есть нельзя говорить, мы сначала построим атомную станцию, потом мы при любых ценах на золото будем все равно разрабатывать это месторождение, иначе атомная станция же как бы вот. По деньгам, что хочу сказать. Действительно, проект «Ритм» – это адаптация ледокольного реактора для производства электрической энергии. Предыдущий проект провален. Предыдущий проект – это плавучая атомная станция. Реактор по-другому назывался, но суть его примерно такая же. Да? Это судовой реактор КЛТ-40. И когда этот проект начинался, движение «Экологической России» было посильнее. Алексей Владимирович Яблоков возглавил общественную экологическую экспертизу проекта. И мы отлично помним, что говорил Росатом. Росатом говорил, 1 или 2 плавучие станции, проект не окупится. Мы будем строить, цитирую, флотилию плавучих атомных станций. И на них есть спрос за границей. Мы будем их поставлять в Китай, на Филиппины, в Индонезию. Там назывались много других стран. Сейчас плавучий энергоблок построен. Вроде как даже работает. Но другого не строят. Вот еще раз, они обещали, что это будет, первый образец никогда не бывает прибыльным, это понятно. Мы строим что-то одно, проверяем, да, это все работает, классно, тогда на это появляется спрос. С плавучей атомной станцией так не произошло. И они, вот погодите, это же нормально, когда бизнес изобретает что-то новое, вкладывает свои деньги, если это не выгодно, то обанкрачивается. Это плохо для того инвестора, кто это сделал, но это никакой проблемы для общества нет. Так работает половина мира, в другой половине плановой экономики, как у нас. Если бы Росатом обанкротился на проекте плавучей атомной станции, они бы не пришли к вам с точно таким же проектом, но только не плавучим, а наземным. Если бы они отвечали деньгами, кто заплатил за плавучую атомную станцию? Поднимите руки. Все, кто платил налоги в России. Росатом государственная корпорация, получает государственные субсидии, и ведет не бизнес на свой страх и риск, как нормальный, другой бизнесмен, как частник. А получается, что, они такие, никто сейчас им даже не припоминает, что они обещали прибыли, золотые горы от того, что будут покупать плавучие атомные станции. У них вообще с экономикой все очень плохо. Я последнее, что скажу про плавучую, наверное, последнее. Нет, не последнее, еще одну вещь потом скажу. Предпоследнее. Когда проект рассматривался в правительстве, Герман Оскарович Греф, который сейчас работает в Сбербанке, возглавлял Министерство, кажется, экономического развития и торговли. Я могу немного перепутать. И есть знаменитая его цитата, она легко ищется. Герман Греф о плавучей атомной станции. Электроэнергия плавучей атомной станции будет стоить в 7 раз дороже, чем любая другая. Этот проект никогда не окупится. Все, подписываюсь под этими словами. Экономики здесь нету. Вот снова. Вернемся к вам туда, да, на ваше месторождение. Если бы не Росатом хотел заниматься добычей золота, то этой атомной станции вообще не было, проект бы не рассматривался. По многим причинам. Первая экономически невыгодная, вторая мощность не подходит. Не подходит мощность. Вот ваши маленькие, если вдруг они случатся, согласен, вот мегаваттные мощности там просто да неважно, котельная, метельная. Это вот они...
Вот сова на глобус не натягивается. Вот этот проект мощностью 190 мегаватт тепловых, 55 электрических и неизвестное число тепловых выдачи, не подходит для этого места. Вот для этого места точно не подходит. А про плавучую я обещал сказать еще одну вещь. Сколько реакторов находится на плавучей атомной электростанции? Плавучая атомная электростанция – это не самоходная баржа, на ней находится 2 атомных реактора. Почему 2? Ну, один сломается, другой работает. И мы гарантированно, мы не замерзаем, мы гарантированно поставляем. Вот эта вот штука работает на одном ледоколе. Ледокол называется Арктика. Сколько реакторов на ледоколе? 2 реакторов. Почему? По той же причине. Крайняя ненадежность атомных электростанций, она имеет другую природу, чем у ветровых или солнечных. Ветровые и солнечные, вы правильно сказали, солнце зашло, но нет у нас энергии. Ветер перестал дуть, нет энергии. А крайняя ненадежность атомных станций связана просто с тем, чтобы не допускать слишком часто взрывы. Автоматическое регулирование реактора настроено столь чутко, что она лучше лишний раз заглушит реактор, чем допустит лишний Чернобыль. Логика понятна, я понимаю, и, в общем-то, это разумная совершенно штука. И следствие ее – ухудшение экономических показателей. В тексте, который вот будет обсуждаться 23 числа, написана правильная цифра. Я даже с ней согласен, я забыл, что она написана, сейчас я ее цитировал по памяти. Полраза в год, то есть 1 раз за 2 года, реактор выключится сам, без команды оператора. Это свойство ядерных энергетических установок. Вот любых, это не только российских. Вот понятно, есть же список энергетических реакторов, и все понимают, когда есть отключение действиями аварийной защиты. То есть не значит, что произошла авария, не значит, что утечка, не дай бог. Просто защита на всякий случай лишний раз выключила реактор. А теперь представляем себе, что это выключение, если эту штуку построят, произойдет, когда температура там у вас будет... Да, дальше что я хотел сказать. И где резервные энергоблоки? Алло, ребята, вы хотите ставить завод рядом с одним реактором, вы сами признаете, что он раз в 2 года будет выключаться. Раз в 2 года это часто. 60 лет они обещают, что он будет работать. Значит, 30 раз за время эксплуатации он выключится, не предупредив ни оператора, ни заводчан. И как будет отапливаться завод? И что у них там будут за такие химические процессы, которые могут замерзнуть до температуры? Ладно, не буду брать 68 градусов, но я запомнил. Замерзнут до 30 градусов. Все, оборудование, все, цех. Его же нельзя быстро поднять. Почему? Потому что Чернобыль, йодное отравление, об этом уже сегодня говорили. Что просто по физике реактора, если он выключился, его начинать разгонять, то будет плохо. Может быть плохо. Не обязательно будет, мы не гарантируем. Может взорваться, поэтому так не надо. То есть он около полусуток будет в заглушенном режиме. За полсуток при отрицательных температурах оборудование. Я думаю, людей можно обогреть. Там есть дрова, я не знаю, как-то. Котельные эти останутся там. По-моему, в поселке 4 котельных, их надо... Просто их надо поддерживать в рабочем состоянии, не полагаться только на атомное отопление. Но вот эта ситуация мне крайне непонятна. В изолированных энергосистемах. А там энергосистема, извините, плакат я убрал, она вот 2, производитель и комбинат-потребитель, и немножко 700 человек, копейки. В изолированных энергосистемах атомные станции не работают. Атомные станции работают, когда их много в одном месте. Вот Бельгия, 50% атомного электричества. Один реактор автоматически выключился, значит, они маневром сетевым, и остальные продолжают. То есть это не падение на 100%. Выключается там 3-5% от энергосистемы. Да, это плохо для энергосистемы, есть резервные, горячий резерв, то есть электростанции, которые работают, но не вырабатывают электроэнергию, просто чтобы в случае отключения не было тяжелых последствий. Где здесь будет резерв? Где здесь будет горячий резерв? По существующим сейчас, но это не закон, это практика, по производственной практике, в энергосистеме резерв должен иметь мощность, равную самому крупному генератору. Если у вас в области самый мощный генератор 100 мегаватт, вы изволите иметь 100 мегаватт резерва. Просто если этот упадет, это не только для атомных, для обычных. Может же сломаться и угольная электростанция. Генератор полетит, чем перегорит, там короткое замыкание произойдет. Это нормальное требование. То есть я такой думаю, что рядом с этой штукой, если они будут строить в Усть-Куте, надо строить такой же мощности, да я не знаю что. Угольную нельзя, потому что это горячий резерв.
Это не в смысле, что вот снова холодный резерв, это вы в минус 40 приходите в угольную вот эту самую, зажигаете эту печь, она сутки протапливается и через 2 суток начинает выдавать тепло. Ну так же не работает. То есть не исключено, что есть скрытые затраты, что делает проект экономически еще более бессмысленным. Вот просто. Очень сильно сейчас с этим столкнулась Беларусь, где Росатом построил атомную электростанцию, и Беларусь вынуждена закупать турбины немецкие у Сименса, чтобы строить вот эти горячий резерв. И есть огромный скандал, это примерно месяц или 2 назад, когда Сименс отказался поставлять эти турбины там по причине санкций, еще чего-то. Просто это сейчас обсуждается очень сильно. Вот мы, люди, критикующие атомную энергетику, об этом говорили с самого начала. Я в белорусские дела вовлечен с 2008 года. 2 раза меня там арестовывали за то, что я в общественных слушаниях участвовал. Вот. И мы это говорили. Мы просто, мы больше знаем, чем атомщики. Мы антиатомщики. А мы, противники, знаем больше или говорим те вещи, которые им неудобны. Вот снова, я не думаю, что на слушаниях они придут и скажут вот эту цифру. Видимо, мне там дадут, в лучшем случае мне дадут 3 минуты. Да как слушание устроено? Это собрание, где атомщики читают лекции, а потом дают каждому выступить 3 или 5 минут. Никогда слушание в режиме диалога не проходит. Вот никогда такого, чтобы сколько времени излагает один позицию, столько и другой. Но это также справедливо. Да? Просто я говорю, один говорит, надо строить, другой говорит, не надо. Давайте мы дадим примерно равное время, и тогда посмотрим, кто лучше. Мне придется зачитывать их же текст, и задавать вот этот же вопрос. Что же будет, если 30 раз за 60 лет этот реактор выключится, как они обещают? Это расчетные цифры. А может быть чуть больше, а может чуть меньше раз. Мы же не знаем. Вот. Да, снова, если для плавучей станции 2-реакторная компоновка, нормально. Для наземных станций, у нас самая маломощная Кольская, там 4 энергоблока. Один в ремонте, другой случайно остановился, 2 работают. То есть это вполне удовлетворяет Кольскую энергосистему. Там нет спроса на электроэнергию, она просто под диспетчерскими ограничениями часто бывает. То однореакторных атомных станций в России нету. Однореакторные станции есть в Соединенных Штатах, в Германии, там, где мощные сети, где можно перебросить электроэнергию из других генераторов в то место, где вышел. Бельгию упоминал, потому что был случай, который я внимательно расследовал, который абсолютно честно атомщики говорили. У нас упал реактор, мы быстренько смогли скомпенсировать, у вас лампочка не мигала. Поэтому у меня к самому проекту вопросы следующие. Первое. Мы четко должны понимать, что Росатом обязательно построит эту штуку где угодно. Они продавят так же, как с плавучей. Потому что она им нужна как демонстрационный образец для продажи за границей. Они сами спалились, позвав сюда этот Росатом Оверсис, организация, работающая исключительно на экспортный проект. Наверное, я расскажу, почему экспортные проекты Росатома это плохо. Казалось бы, мы производим что-то, что другие покупают. Это же хорошо. С реакторами это не так. Давайте, где Росатом строит атомные станции? Белоруссия. Белоруссия не заплатила за атомную станцию ни копейки. 90% государственный экспортный кредит, 10% кредит государственного ВТБ банка. Вот так вот. И предположить, что Лукашенко будет платить за что-то, я не могу. Очень хорошо знаю, как у них там все обосновано. Что у нас там еще есть? Турция. Отличнейший пример. Путин лично пару месяцев назад давал добро на строительство уже 3-го блока, там 4-блочную станцию строят. Казалось бы, Турция мощнейшая экономика, хорошая страна, вменяемая страна. Турция покупает у нас атомную станцию. Турция не покупает. Росатом строит атомную станцию Акуя на побережье Средиземного моря, в провинции Мерсин, за российские деньги. Я не буду просить поднять руки, кто оплачивает. Турки отказались участвовать в финансировании этого проекта. И этот проект Акуя, даже Кириенко был такой, не очень такой дальномыслящий человек, он честно признал, что Росатом строит по такой схеме build, own, operate, построй, владей, эксплуатируй. Внимание, Россия построит, мы оплатим, будет владеть, наша собственность. И отходы наши. И отходы турецкие будут наши. И эксплуатировать. Угу. Проблема, давайте по цене. Есть соглашение. Я очень люблю давать ссылки на документы.
Есть межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Турецкой Республикой о строительстве атомной станции Акуя. Там указана цена. 12 американских центов на киловатт-час мощности. В данный момент цена электроэнергии в Турции 6 центов. Вот все. Да, это другой проект, это более крупная станция. Значит, электроэнергия дешевле. Ваша и будет. Снова, почему я верю Герману Оскаровичу в этом случае? Чем меньше атомная станция, тем больше цена электроэнергии. Ровно это фактор размера. И вот до изобретения вот этих маленьких, ну, это не изобретение, это коммерческий термин. Маленькие модульные реакторы, сейчас к нему вернусь. До изобретения термина «малые модульные реакторы» атомщики не только в России, во всем мире говорили, мы будем наращивать мощность. Вот французы строили серию 900 мегаватт, потом 1200 мегаватт. И они говорили, вот чем больше будет единичная мощность реактора, тем меньше на обслуживание идет, тем меньше металла на сооружение, но это же будет выгодно, да? Мы просто будем добавлять мегаватты. И мы все этому верили, говорили, ну, может быть, вы тогда выйдете на самоокупаемость хотя бы. Не вышли. Вот снова, перепрыгнув к Турции. Вот как это себе представить? Сейчас достроить через несколько лет первый энергоблок. В межправительственном соглашении сказано, что турки обязаны покупать по 12 центов. А в сети уже для конечного потребителя цена в 2 раза меньше. Вопрос, будут турки соблюдать это соглашение? Я не знаю. Но я как-то сомневаюсь. Обычно невыгодные соглашения не соблюдаются. И мы с вами что получаем? Мы с вами инвестировали 20 миллиардов евро вот в эту штуку, в Турции. Она экономически не окупится никогда. Просто никогда. Ну, никогда. Она будет работать и приносить убытки. И нарабатывать радиоактивный отход. Мы стали на 20 миллиардов беднее. А да, я обещал по экспортным проектам пробежаться. Кто-то платит. Вот исламисты заплатили, Исламская республика Иран заплатила за станцию Бушер. Я не говорю, что ни один проект никогда не оплачивается. Китайцы заплатили. Китайцы покупают российские атомные станции. Это станция Тяньвань построена, да, там новые реакторы сейчас тоже, по-моему, строятся. То есть кто-то покупает. Не хочу вот слишком таким, да, односторонним человеком быть. Но дальше можно продолжать. Давайте 2 хороших примера. Вьетнам и Иордания. И у Вьетнама, и у Иордании были соглашения с Росатомом о строительстве атомных станций. Вот соглашения были, и Кириенко, снова, если вернуться 10 лет назад, он очень любил говорить, у нас там пакет на 100 миллиардов евро. Вот у нас покупают атомные станции, но, правда, и вот эти 20 записывал в то, что покупают. Ну, врет человек, бывает. И Вьетнам, и Иордания расторгли соглашение. Они отказались покупать атомную станцию, начну с Вьетнама, потому что у Вьетнама был, ну, знаете, это азиатский тигр, развивающаяся экономика. Мощная страна, им нужна энергия. Именно в любых количествах они ее сожрут. И у Вьетнама были соглашения и с Россией, и с Японией. По-моему, с Тошибой в Японии нет госкорпорации Япатом, да, там есть агентство атомное, но это надзорное ведомство. Там частная атомная энергетика, ну, по крайней мере, производители. Есть Тошиба, есть Хитачи, корпорации, которые производят ядерные реакторы, могу о них потом говорить, но это менее интересно, наверное. Так вот, Вьетнам отказался формулировкой «мы не нуждаемся в атомной энергетике, поскольку в нашей стране возобновляемая энергетика дает более надежную и более дешевую электроэнергию». Я не говорю, что у вас это будет. Я просто привожу примеры, которые легко проверяются. Можно пойти там на то же самое вьетнамское энергетическое агентство, там это будет. И в Иордании было еще лучше. Иордания, ну, она пустынная страна. Где там взять воду для охлаждения реактора? Но они придумали что-то, какое-то озеро. Ну, там это реально. Там огромные проблемы именно для этих технологий. А Иордания, когда заключала соглашение сверху называлось соглашение о строительстве атомной станции Российской Федерации в Хашемирском королевстве Иордании. А внизу было сказано, у нас 2 фазы. Первое, исследование, нужно нам или не нужно. Ну, как feasibility studies, как перевести. Да, исследование возможностей. И второе, само строительство. И как только закончилась первая фаза, иорданцы говорят, нет, знаете, мы что-то, нам не надо. Спасибо. Вот. По другим, ну дальше можно, ну, Египет, так же как Беларусь, 100% государственный экспортный кредит. Бангладеш, да, строится атомная станция, да, российская, так же как Беларусь, 100% государственный экспортный кредит. Бангладеш самая бедная страна вообще региона, там гражданская война, и им атомная энергетика нужна вот просто вот. Всем дарим. Вот позарез. Примерно так. Почему дарим? А кто получает выгоду? Вот я сейчас вам рассказываю, что вроде мы дарим там белорусам, бангладешцам.
За чей счет банкет? Госкорпорация Росатом является частью правительства, и у них есть гигантские лоббистские условия, чтобы пробить не только ваш ритм 200, но и вот такой вот странный схематоз, как Билтон Оперейт в Турции. Это же соглашение, это же соизволение правительства. Вот еще раз, если бы они были частниками, если бы это была частная российская корпорация Росатом, частная корпорация, и они заключили невыгодное соглашение, ну прогорели бы, обанкротились. А поскольку все убытки покрываем мы, и заметьте, я еще не дошел до радиоактивных отходов. Самое это неприятное, самое долгосрочное, так это все не у вас. Вот эти все отходы, ну вот предположим, самый худший сценарий, у вас построили эту атомную станцию, на нее начинают завозить топливо, вот тут стало больше отходов, тут больше и тут больше. У вас-то что? А где у вас могильник-то будет? Рядом с каждой атомной электростанцией должен быть пункт размещения радиоактивных отходов. ПХРО. Пункт хранения, который обычно потом переходит в пункт захоронения радиоактивных отходов. Просто юридическая шутка такая. Если прийти к любому населению и сказать, мы у вас хотим строить могильник, люди скажут, не надо, у нас, вы что? А такие, нет, мы временно будем хранить. Вот сначала Росатом начинает говорить, мы пункт хранения, а потом говорит, а куда мы их повезем? Вот ровно, вот на каждой атомной станции, давайте, Ленинградская атомная станция, у них пункт хранения, который потом хотели, но сейчас не стали, переводить в пункт захоронения прямо на промплощадке. Ну почему? Вот же у вас объект, вы получаете электроэнергию, ну конечно, это ваши отходы. Везде так будет. И непонятно, насколько в условиях вечной мерзлоты можно размещать пункт хранения. И тем более пункт хранения. Смотрим на Билибинскую станцию. На Билибинской станции раздрай и шатание. То есть станцию-то построили в 70-е годы. Да, вот этот советский там, этот атом-то наш, мирный же. А сейчас никто не понимает. Отходы нельзя вывести. В смысле, можно, но это дорого. Вот, предположим, принято решение вывозить все радиоактивные отходы Билибинской атомной станции, ну, на какой-то, под Петербург, там же есть пункт. Вот куда-нибудь туда. А дорого. Ну, понятно, да, расстояние. Не мне вам объяснять, что здесь расстояние. А там захоранивать, особенно тепловыделяющие. Ой, мама, не горюй. Хорошая идея, да, тепловыделяющие радиоактивные отходы. А у них как раз остаточное тепловыделение, на котором вы хотите, которое хотите использовать. Там же просто сами бочки греются. В худшем случае до плюс 300 градусов на поверхности, в лучшем до плюс 30. Ну, они горячие. И вот это все положить куда-то в мерзлоту, я не понимаю. И никто не понимает. А что Росатом делает, называется отложенное решение. Давайте мы сейчас построим атомную станцию. Я уверен, если мне удастся задать вопрос про могильник, они скажут, мы сейчас это не обсуждаем. Вот я знаю эти манипулятивные технологии, я очень часто участвую в слушаниях, как я уже говорил. Если задать вопрос про цену, они скажут, не-не-не, мы экологию только обсуждаем, цена это не важно. Если задать вопрос про захоронение, скажут, это будет отдельный проект. Будет отдельный проект, и мы проведем слушание, и потом, вот, а когда? Ну, через 20 лет. И я был на слушаниях по могильникам. Они что говорили? Так отходы уже есть, вы что? Жители, если вы откажетесь, куда вы эти отходы денете? В Якутию увезете-то? Нет? Якуты же не примут. Ну и так и обратно, да, если там из Якутии куда-то вы будете вывозить. Ну, предположим, будет принято решение вывозить якутские отходы куда-то. Возникнет вопрос у тех регионов, куда вывозят. И эта проблема не решена. Завтра будет, да, слушание? Слушание вроде как 23-го. Нет. Нет, завтра мы сами организуем круглый стол, да. Вот мы, примерно это, да, будем обсуждать, да, мы будем. Это были общественные палаты. Их знаю, но мне кажется, основные я успел рассказать. Наверное, Вика еще что-нибудь скажет, потому что невежливо мне одному разговаривать. По поводу Анатолия Игнатьевича проекта, что скажешь? Ничего, потому что у нас тема ритм. Я не могу оценить ваш проект. Я ни одного реактора не разрабатывал. Я окончил МИФИ, у меня базовое образование ядерная физика. Наша станция работает на отходах под этой станцией. У вас есть огромное количество вот этих отходов, да. В мире огромное количество. Если кто-то начнет как-то их использовать, то... А вот вы приостановились, потому что перегрузка топлива. Да. Ну, раз в 5-6 лет. Это очень сложный этап. Нет, но он приводит к вот этому. Значит, это реактор, когда он работает, он герметичный.
Это, можно я воспользуюсь? Это сосуд высокого давления. Он закрыт, и парогенератор генерирует пар, который не радиоактивен. Двухконтурная схема. То есть в турбину идет нерадиоактивный пар. В Чернобыле было не так. В Чернобыле радиоактивный пар напрямую шел в турбину. В Фукусиме тоже было не так. Радиоактивный пар напрямую шел в турбину. Вот такие вот у нас хитачи. Когда реактор закрыт, угрозы риска выбросов из реактора не должно быть. Он герметичная железяка, тут герметичный трубопровод, тут герметичный парогенератор. Откуда выбросы? Когда меняем топливо, мы должны вскрывать. Операция штатная, подрыв крышки реактора, она на каких-то болтах находится. Ну, тем более это ледокольные, на подводных лодках постоянно это делают. Операция крайне опасная. Я могу сказать, бухта Чажма, слышали, наверное, под Владивостоком. Не Вилючинск, а другое место базирования, Фокино. Фокино, Техас называется, Тихоокеанский. Да, бухта Дунай. А там при смене топлива в реакторе подводных лодок произошел взрыв. Причем взрыв ядерный. Потому что энергия взялась откуда? Откуда в реакторе может взяться энергия? Вот расскажите мне, что там есть уголь, там есть газ, там есть взрывчатка химическая. Да нет. Любой взрыв на атомной станции – это ядерный взрыв. Поэтому вот и в Чернобыле, ну конечно, ядерный, но о чем говорить? Ядерное топливо повело себя не так, выделило больше энергии, чем смогла взять охлаждающая система. Вот это сценарий любой аварии реакторов, где есть вода. Там, где есть вода под давлением, в случае нарушения циркуляции и охлаждения растет температура, значит растет давление. Школьный закон. Ну просто так по-другому нельзя, да? И при перезагрузке топлива, конечно, будут большие выбросы. По станциям вот в европейской части страны атомщики крайне не любят об этом говорить, и они усредняют. Вот у них есть выброс разрешенный годовой, есть там предельно аварийный, еще что-то. Они не публикуют суточные выбросы. Потому что график был бы такой, вот мы ничего не выбрасываем, потом вот как-то так. И снова, мне сложно сказать, насколько это обосновано, но в тот момент, когда идет перегрузка, просто не надо рядом находиться, если у человека есть возможность. А 5 километров? У нету возможности. Да. Ну куда, в депутатский ехать? Вот куда им уезжать? Ну, предположим, там существует гражданин, который разумно, четко риски оценивает. Да, он не будет переезжать, потому что риск взрыва мал. Он есть, но он мал. А при перегрузках, надо отходить от опасного объекта. А длительность этого периода? Он обычно называется, они не говорят перегрузка, они говорят планово-предупредительный ремонт. И длительность, поскольку там в том числе не только сама перегрузка, но и ремонтные ревизии, осмотры, то это несколько недель. И еще раз, каждые 2 года мы останавливаемся сами по себе, а каждые 5-6 лет мы останавливаем... Надо напомнить про вопрос про ППР именно в этой формулировке. Я так не формулировал. И раз в 5, там написано просто в тексте, перегрузка, да, 5 или 6. Да, 1 раз в 6 лет. В 6, спасибо. Да. Да, то есть 1 раз в 6 лет. Я понимаю, что это будет летом, но снова, как технологические процессы этого заводика по работе с бедными рудами будет относиться к тому, что неделю объект не будет производить вообще никакой электроэнергии. Снова, ледокольный реактор стоят на одном ледоколе не меньше, около года опыт эксплуатации и закрытая информация, по крайней мере, я не смог ее найти, как на ледоколах-то. Вот сколько раз он останавливался за год? Вот был вот этот случай уже или нет? И сколько на ледоколах, как пусконаладочные работы шли, заработал он вообще, не заработал сразу. Тут вот такая вот закрытость, она тоже мешает. Да, но вопрос очень интересный. Вот снова скажу, если энергосистема сбалансированная, там много разных генераторов, в том числе и атомный, то плановое отключение в заранее известное время, это же не когда реактор сам решает отключиться. Да, они планируют, говорят с энергосистемой, нету в Усть-Куйге энергосистемы, это другой. Да? Могут запустить котельные, могут попытаться еще что-то, но, видимо, все же я прихожу к выводу, что они что-то скрывают. Что у них должен быть резерв. Вот 2-й раз я об этом говорю. Да? У них должен быть резерв вот на этот случай. И у них должен быть энергетический резерв мощности, может быть, не такой
конской, как сама станция, но достаточной для комбината, чтобы комбинат не прерывать технологические процессы. Я не знаю, какие там будут процессы, я не знаю, какой там будет комбинат, да, там же не опубликовано ни ТЗ, вообще ничего, да, просто конкурс на разработку месторождения. Про комбинат, простите, вообще так, по большому счету, информации-то маловато. Но одно дело разработка месторождения, это горные работы, да, мы там таким-то методом, там шахтным или там открытым, неважно каким, что-то достаем, столько-то там тонн породы в сутки. А дальше-то куда она поедет? Какая технология будет? Сколько процентов от этих 55 она возьмет? Сколько пар, вот действительно, как пар через реку они будут экспортировать, вообще непонятно. Вот снова, я считаю, что Росатом решил сейчас проводить слушания, до того, как произойдет конкурс на месторождение, по одной причине. Они хотят выиграть этот конкурс. Выиграв конкурс, Росатом придет в правительство и скажет: слушайте, вот есть такая установка, и у нас все купят. Они будут продолжать сказки про плавучую атомную станцию. Скажет, это фактически опытно-промышленный опытный образец. Мы его там построим. Он там не окупится, конечно. Вы дайте нам дотации. Он же маленький. Вот вы на большие реакторы-то давали, на Турцию дали 20 миллиардов. Ну дайте нам сюда пару миллиардов на эту самую. То есть мне кажется, что это часть вот такой вот росатомовской игры. И снова, такая игра была бы невозможна в других условиях, если бы Росатом была частная компания, занимающаяся производством электрической тепловой энергии при помощи использования энергии деления ядер урана, плутония. Ну, у нас есть такие частные компании, которые тоже действуют. Это понятно. есть. Это понятно. Всегда есть проблемные места. Поэтому здесь для меня вот такой узел. Вот он узел интересов Росатома. Это бизнесовый интерес. И причем их бизнес, он плохой. Вот хороший бизнес, это когда человек хочет разбогатеть, делая благо для остальных. Я не против этого, это здорово. Но бизнес, когда человек хочет выпросить у государства часть налогов, которые бы могли пойти на что-то более полезное, и не скажу, что в стране сейчас денег-то много, вроде как говорят, у нас типа, денег нет, но мы держимся. Вот. В этой ситуации заниматься непонятным экспериментом, вот снова, он мне непонятен. Вот здесь нету потребителей. Если это хороший, дешевый, востребованный, надежный, ну стройте у себя в Москве-то. Вот у них офис на Третьяковской. Ставьте в парке вот этот маленький реактор, продавайте. Знаете, в московском регионе есть дефицит электроэнергии, и ценник-то побольше, на киловатт-час. Ну, если вы такие. Помните, да, вот эту про Красную площадь в Москве? Да, были, ну, не хочу уважаемых людей называть придурками, но был человек, он вполне уважаемый, он физик, он академик, который действительно сказал, что реакторы РБМК-1000 столь безопасны, что их можно строить на Красной площади в Москве. Ну вот я думаю, на слушаниях будут примерно это и повторять. Они другому не научились. У них пластинка заезженная. Одна и та же будут говорить: все безопасно, все безопасно. Да, но то, что у вас нету защитной оболочки над реактором, я уж так, это мелочь. Хотя самолеты там летают, и защитная оболочка полагается. Разнообразные радиоактивные отходы образуются во внутренних помещениях зданий реактора и других помещениях зоны контролируемого доступа в результате протечек теплоносителя и выбрасываются вытяжными вентиляционными системами в окружающую среду. Я это не придумал, я прочитал текст. Это так написано, что газообразные радиоактивные отходы выбрасываются в окружающую среду. Да, это важно. Да, вот это короткоживущее называется. Вот они сбрасывают. При нормальной эксплуатации устанавливаются годовые допустимые выбросы радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу. Читаем. Инертные радиоактивные газы. 7 на 10 в 14 беккерель. Йод тот самый. 1,8 на 10 в 10 беккерель. Это немного снова, но если ветер пойдет на поселок в тот момент, когда. Кобальт 60, 7,4 на 10 в 9, цезий 134, 10 в 8, 137, 10 в 9. То есть выбросы, вот это снова. Я очень люблю, когда к моим словам есть какое-то доказательство, потому что мало ли кто что сказал. И это у них написано. У меня вопрос, значит, такой, да? Это называется ОГОС. Предварительный Да. ОГОС, да? Что это означает? Означает, что если сейчас, мы абсолютно точно знаем, что если даже и будет голосование, проголосуют за, да, и слушания объявят состоявшимися. Ну да. Да? И документы скажут, пойдут как там, основы и так далее. Так, Что делает? это означает? Не написано. Какие-то если будут серьезные замечания предложены, да, вот скажем, какого-то аппарата. Но это эти замечания они не будут разрабатывать, да, это же касается вне рамок этого самого проекта, да. Даже если прозвучат такие конкретно по проекту предложения,
Будет ли потом окончательный ОВОС рассматриваться дополнительно? По закону же такого вообще нету, предварительный ОВОС смотреть. По закону, для того, чтобы учесть замечания и предложения, высказанные общественностью на слушаниях по ОВОС, проводится потом слушание по материалам обоснования лицензии, в которые входит доработанный ОВОС. Тут расстояние между слушаниями, да, сколько? 3 часа. То есть они тут химичат еще тем, что в один и тот же день проходят слушания по предварительному тексту, который нужно доработать с учетом замечаний. Ну а как они учтут замечания общественности? Ну вот давайте я скажу им про там ПХРО и про 0,5. этих, да, вот резервирование мощности. Они скажут, да, мы доработаем, мы добавим это в ОВОС. Ну, предположим, потому что это не конфликтная позиция, они сами это признают. А есть вещи, которые они не признают. И когда они будут это делать? Более того, как они будут доработанную оценку воздействия обсуждать с общественностью? Ее же тоже полагается вынести на обсуждение. Ну, я думаю, ну вот они вот